Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Наконец-то, после долгих переживаний за нашего Рыжика пришла хорошая новость. Мы склоняемся к мысли, что все же Юма пережила отравление. Помните, УЗИ показывало воспаление всего желудочно-кишечного тракта. Долго и трудно подбирали Юме корм. Лежала в стационаре. Перебрали разные варианты. И вот наша якутяночка начала наконец-то есть корм марки Монш. Недешевый корм, но жизнь важнее. Было уже совсем критично. Вы помните, сколько времени Юма не ела и превратилась уже в скелет. Очень надеюсь, что девчонка пойдет на поправку. Да, красотка. Девочка сладкая. Друзья, кто из вас помнит дружка? Дело было осенью. Дважды с трудом откачанный от ядовитых дротиков. Первый раз в него стреляли, но откачали, спасли. Ведь он же большой, справился. И вот снова жизнь на волоске. Помните его подругу Козу? Ее не успели спасти. 26 октября 2022 год. Якутск. Кирзавод заводская. Убивают собак дротиками. А дружок у нас на передержке. Разве можем мы держать вот таких чудом спасенных и с трудом вывезенных из ада держать голодными? Понятно, что выживать становится все труднее. Но 100-200 рублей все вместе, дружно, и тогда у нас получится накормить тех, кто пережил такие ужасы. Собаки многое помнят. Семьи рассказывают, как долго они помнят прошлое, как трудно отвыкают от этого прошлого. Лапку дает, какой молодец у нас дружочек. А другую дашь лапку? Дружочек другую лапку даст? Ой, целоваться будет. Да. Целоваться. Да. Красавец. Красавец. Большой. Хороший. Дружок. Дружок. Кто здесь? Вопрос корма очень болезненный. Передержки одна за другой сообщают, что корм заканчивается. У одних на 2 дня, у других вообще на день. Что сказать и как кричать, чтобы собрать на еду собакам? Я не знаю. В последнее время нам ни разу не удалось собрать столько, чтобы хватило всем и сразу на всех передержки. Несколько наших спасенышей нуждаются в специальном лечебном корме, как, например, Хани. Ей нельзя обычный корм, иначе откажут почки, образуются камни в мочевом пузыре. Поэтому нужен обязательно лечебный корм, а он дорогой, от 8 до 10 тысяч на месяц.
Впереди дорогие уколы для лечения астраханских. Все, кого вывезли московские волонтеры из астраханского ада, все уже получили лечение. Одни наши пока получают только первый этап лечения – таблетки. А заболевание-то вообще-то смертельное. У 2 из 3 тогда забранных. Но об этом в следующем ролике. Пока я кричу и умоляю вас о помощи на корм. Кто сколько может. Даже небольшие суммы помогут нам накормить хвостиков. Я прошу, я умоляю, друзья, давайте снова вспомним о корме. Он нужен нам всегда, и он быстро заканчивается. Они кушать хотят. Друзья, давайте вспомним зиму. Сколько было ваших комментариев с призывами спасти погибающих. Мы не игнорировали, мы спасали, вывозили самолетами, устраивали на передержке, заполняя до отказа, в тесноте, да не в обиде, лишь бы жили якутские бедолаги. И совсем не думалось в то время, что будут такие серьезные проблемы с кормом. Но проблемы пришли. Многие из тех, кто обещал быть с ними, со спасенными, тихо исчезли. Посмотрите, как стало мало просмотров, как стало мало помощи. Наступает отчаяние. Чем кормить? На что содержать? Как лечить болеющих? Вот они, наши спасенные хвостики, и якутские, и краснодарские. Все спасены от ужасов бездомной жизни. В их спасении есть доля участия каждого из вас. Нельзя, чтобы они были голодными. Это жестоко по отношению к ним, знавшим голод. Я прошу за них, за всех, пожалуйста, помогите накормить наших с вами хвостиков.